Мой друг Фарид выступил в проекте «Поднебесы», спел легендарную песню Далера Назарова «Чаки-чаки борон». Почему ты не воспользовался в этот момент хайпом, который был тогда? А я-то просто чак-чаки борон. Если поедешь туда, в Таджикистан, обязательно приезжай в город Пинджикен. Всем привет! Скажем перед этим видео пару слов. То есть Фарид мой друг, я его немножко представлю. Это будет своего рода не интервью, а подкаст, так как он мой друг, да. Я его знаю, мы с ним просто поговорим, так скажем, по душам. И скажу причину этого интервью или подкаста. В 2017 и 2018 году мой друг Фарид выступил в проекте «Поднебесы», продюсер которого... Иван Шаповалов. Да, Иван Шаповалов, он был продюсером раньше «Тату», по-моему, группа, да? Да, группа «Тату». Да. Которые взрывали просто. Да, я помню. Я был маленьким, слушал. Вот. И он в этом проекте выступил, как там была девочка-китаянка, был ирландец, и он, как таджик, спел легендарную песню Далера Назарова «Чаки-чаки борон». Да. И я помню, кто-то перезалил это видео в YouTube из наших блогеров. Да, блогеров, или кто-то перезалил это видео в YouTube, и оно через несколько дней набрало более миллиона просмотров, да? Как таджик поет там «Чаки-чаки борон», и реально это стало хитом. Вот, причина этого, почему я его позвал, я в комментариях читал, все искали его. И все задавали вопросы, кто этот парень по нации. Вот. Поэтому мы решили сегодня поговорить с ним. Он расскажет, как он туда вообще попал. Я задам пару вопросов. И да, многие задаются, наши соотечественники таджики, почему мы разговариваем сейчас на русском. Потому что его интересовались не только наши таджики, это другие страны СНГ, Азербайджан, Армения, Узбекистан. Все спрашивали, кто этот человек. И чтобы все понимали наш язык, точнее, на каком языке мы разговариваем. На общем языке это русский. Поэтому продолжим. Ты готов? Да. Ну что? Погнали. Погнали. Красавчик. Да. Первый мой подъем, я хотел сказать. Подкастный подъем. Блин. Расскажи коротко, как ты вообще попал в проект «Поднебесы», и как вот так получилось, что ты там выступил? Да, и знал ли ты, что это станет реально таким популярным? Да нет, вообще просто я сам удивился потом. Давайте коротко и ясно. Ну, был такой денек обычный, я пошел к тебе на работу, чтобы посидеть, поговорить, и случайно попал, там какой-то зал был, попал туда, и, как сказать, там кастинг был какой-то, принимали людей. Я зашел туда, послушал, все фальшивали, все такое, и меня позвали на прослушивание, сказали: ты кто, что тут делаешь, блин, парень, ты вообще кто? А я говорю, что я таджик, говорю, да, из Таджикистана. О, говорит, как раз у нас нету представителей из Таджикистана. Давай, говорит, спой что-нибудь. И то потом ты подошел, в общем-то. Сидели, я начал петь русские песни, он сказал: нет, не нужно, давай таджикские что-нибудь. Включили музыку, и я там импровизировал вот эту песню, и все, да, и все пошло. Там глаза закрыли, кайфанули, сказали еще раз на повторе спой также. Я спел, сказали: завтра в 8 часов у нас выступление. Я говорю: да, ни хрена себе. Это было за день? Да, вот на завтрашний день уже выступление. Сказали: гостиница «Пекин», метро Маяковская. Вот мы поехали. И, я так подумал, что обычное выступление, как обычно. Зайдем там, споем, все такое, да. Но организация была крутая. Да, блин, да. И когда зашли, там звезды были, там Legalize были, в общем-то. Да. И мы начали петь.
все начали качаться, там головой качали, танцевали. Всем понравилось, Да, да? всем понравилось. И это было 30 мая 2016 года, потому что мы провожали весну. Ну, организовали именно для того, что типа прощание весны. Вот, потом, через год, мне скидывает ну, знакомый видео на YouTube. Говорит, смотри, около недели и лям просмотров. Около недели, да? Около, да, где-то там неделя, Таджик плюс-минус. поет, Да, что-то. да, что-то там. Я захожу, более миллиона просмотров в неделю, как добавили. Я просто забыл об этом. О, нифига себе, говорю. И после этого я захожу на официальный сайт Поднебесы, и там читаю, там много вопросов, кто-то там ссорится друг с другом, кто-то говорит, он откуда, он откуда, он откуда. Ну, в общем-то, вот он откуда, с Таджикистана, из Вот города как раз. Пинджикента. Вот, Да, вот. я немножко поправился, просто силуэт немножко другой, но я вот тот. Скинули это видео, и за Да. неделю набрало где-то 1 миллион просмотров, но Мгм. через какое-то время заблокировали это видео. А я скажу почему. Потому что после у них на официальном канале Мгм. было где-то 200 тысяч просмотров, а который вот за неделю набрало 1 миллиона, Мгм. они увидели, что там большой уже, ну, как бы спрос идет. Они взяли и подали на авторские права, типа, Жалобу, что жалобу, да. И после этого сейчас там 2 миллиона, что ли, на официальном. Это тоже из-за того, что там удалили ролик, и все пошли к ним. То есть все начали искать, потому что это был момент хайпа, и они воспользовались, вот они умные, Да. воспользовались, то есть они подали жалобу на авторские права, это видео заблокировали, и все Мгм. это Да. самое смотрели. Прям Это. скаканули Сейчас туда. на этом ролике 2 миллиона 100 тысяч просмотров. Да, ну так, 2 да, миллиона 100, да, ну да. это нормально, я считаю. Что... Ну, за несколько лет, да, но если тот ролик не удалили бы, там как минимум 5-6 лямов было бы. Ну да, да. Ну, там прям За- росло с каждым да, да, часом. Я последний раз, когда наблюдал, это месяц и несколько дней было, там около почти 2 ляма уже было. Да, Мгм. вот. Фарид, Да. а.к.а. Гибрид. А если... Мы по поводу твоего ника еще поговорим, но продолжая эту тему насчет Поднебесы, Чаки-Чаки Борон и так далее, почему ты не воспользовался в этот момент хайпом, который был тогда? То есть ты мог подцепиться к этому видео, к этому хайпу, ты, тем более после, я помню, что в 17 году ты поехал в Таджикистан, и там был долго, в 18-м. Да. Ты был почти 8 месяцев там. Почему ты не воспользовался этим моментом? Почему ты не пошел в телевидение? Почему ты не показал, что вот это я, тот чувак, это я, чтобы... То есть, ну, это для тебя было бы большим продвижением. Почему ты это не сделал? Да, я вот скажу честно и прямо. Во-первых, я так не особо любитель за хайпом гнаться. Ну, ты сам знаешь, я не особо так люблю хайповать. Во-вторых, то, что, ну, ленился. Ну, я знаю, что ты ленивый. Я знаю, что ты ленивый. Не было человека, который прям говорил, что давай, иди туда, иди сюда или что-то там. Но куда бы я ни заходил, везде играл эта песня. Я помню, я тоже был в Везде. 18 году. Везде. Заходишь в обычную кафешку, лагман кушать, и там поет вот эта песня. Ты сидишь жирный, и там люди напротив сидят, тебя они не не знают, знают кто, тебя, да, да. кто ты такой. Говорят, Зурхондай. Зурхондай, да, ништяк. Все, выходишь, и все так Помнишь, же. как Себастьян нас позвал из-за того, что Да, да, армянин, да, там армянин, чувак. да. Они были прям фанатели Прям, от да, этой фанатели, песни. да, я помню. То есть Вот. ты не дальше, то есть если бы ты, я считаю, что вот как со стороны человека, Да. если бы ты Я пришел, тоже так считаю. да, туда в телевидение, ты бы показал, сказал, что вот, посмотрите, у меня 1 миллион просмотров, тебя везде бы взяли, тебя на все программы в Таджикистане, это наша гордость, как, например, Даниэль Мне сделал же. Отправили, то есть фрагмент, когда на телевизион Сафина, там перед тем, как включить, сказали, житель города Душанбе, ну, типа, вот спел вот эту песню, вот во всему, типа, миру распространилось, все такое. Да. Ну, как бы было дело, да.
Теперь не знаю, вот. Ты, кстати, Посмотрим. в общем, закончим эту тему. У тебя была возможность Я показать профукал. себя, ты профукал. Да. Я знаю, что ты не... Если меня там все знают, что я там гонюсь за хайпом, я могу это делать, провоцировать где-то там. Ну, это как бы, это тебе идет. Знаешь почему? Потому что ты именно в этой игре. Угу. Так и нужно Ну, тут поступать. игра, это имеется в виду Да, рэп, да. таджикский рэп. Ну да, это не только в таджикском рэпе, это во всем мире так. Потому что вот когда хотят резонанс поднять, кто-то кого-то обсырает, и все поднимается это, и начинается хайп. А я-то просто чак-чаки бору. Но ты должен был тогда это сделать. Ну ладно, давай эту тему закроем, что ты просто поленился. Да. Не было человека, который бы тебя сказал, сам давай просто, двигайся. да. Все. Следующий вопрос. Ты, по моему мнению, у тебя очень крутой вокал, и ты самый недооцененный талант в Таджикистане, я считаю. Как ты думаешь, почему так? Еще раз говорю. Потому что я не гоняюсь никуда. И, как сказать, меня много звали, там знакомился с какими-то людьми, там все такое. Но чтобы подняться или что-то, чтобы дать знать о себе, нужно, извините, но нужно подлизываться. А я очень не люблю такое дело. Нужно прям гнаться и говорить, вот, у вас очень хороший карман, давайте я прицеплюсь, вы мне поможете подняться, либо продюсируете. Но это может быть оправданием. Но с моей стороны это смотрится так. Я не люблю подлизываться. Вот. И во-вторых, например, у меня есть вдохновение, я хочу делать... Люди держатся, например, как за трендом. Да, вот этот тренд идет, я должен так делать. А у меня вдохновение. Почему? Давай про никнейм потом поговорим. Ну вот, и может быть из-за этого. В общем, нет, ты говоришь о том, что я не гонюсь и люблю подлизываться, да? Да. Это можно с одной стороны так посмотреть, но с другой стороны. Оправдание. Это оправдание, да. Раз. Потому что, ну, пока ты не двигаешься и пока ты не показываешь всем, что у тебя есть талант, я думаю, что люди, пока не узнают о тебе, они не будут тебя слушать. Правильно? Да. Это опять же, с одной стороны, да, возможно, есть люди, которые подлизываются реально и это самое, да. но они... Но на 90% в шоу-бизнесе все такие. Много таких, я знаю. Да. Но у них есть цель. Да, я ничего не говорю, я не против этого. Могут, пожалуйста, делать, но я не могу и так делать. Но у меня не получается. У меня, когда я пытался один раз, но это было так фальшиво смотрелось со стороны. То, что, заметно было то, что, нет, это не твое. Сам замечал, это то, что не получается у меня так. Поэтому, да, как-то сказал, нет, будет, не будет, Ты продолжишь дальше творчество, или ты у тебя скоро, через месяц, свадьба? Давай поговорим об этом. У тебя свадьба 7 апреля, у тебя свадьба. Ты едешь сейчас скоро в Таджикистан. Будешь ли ты, мне интересно очень, будешь ли ты после свадьбы продолжать заниматься своим творчеством? Я хочу. Почему? Я уже несколько раз пробовал бросать это дело, но не получалось. Все равно тянет меня туда же. Я не говорю, что я прям буду, как сказать, всю жизнь буду посвятить этому, потому что это неправильно, да, посвящать. Это неправильно, потому что все так говорят, по итогу у кого-то получается, у кого-то нет, а обещания остаются. Для меня я буду делать, я буду частично заниматься этим, я не буду там, я буду, как сказать, больше уделять время на душевную музыку, так скажем, не то, что прям хайповая, вот да, не молодежная нет, да? Да, нет, это молодежная будет, но более душевная песня, чтобы смысловой был, а не то, что там как эта пародия Моргенштерна делаешь этот, как это сатир. Нет, я хочу со смыслом. И тем более наши песни все со смыслом. Я так считаю.
смысл есть. Я, вот, чисто я сейчас, так как даже, ну, считая тот факт, что я твой друг, я знаю то, что у тебя есть куча, ну, то есть не один именно твой сольный после распада Монтеляна, сейчас тоже поговорим об этом, сольные проекты, треки, которые реально были хитом. Например, «Моя малая», да? Да. Там, или «Не обещай мне», или там есть несколько песен, которые они могли реально в тот момент взорвать. Я тебе говорил об этом. Но опять же, твоя лень. Не, это не только лень, брат. Сейчас как? Раньше, да, продвижение через интернет было бесплатно. Не бесплатно, а как сказать? Брат, скинь, пожалуйста. Ну, все сделали, да? Так, без проблем, брат. Давай, у меня миллионы, давай я сделаю. А сейчас, чтобы попасть в миллион, нужны финансы хорошие. Да. А если ты как минимум должен найти людей, которые у них там несколько сайтов, все по миллиону, по 5 миллионов, по 10 миллионов, чтобы они туда скинули. Да. И песня станет популярной когда? Тогда, когда тебе прям тычут в лицо, типа, что слушай это, слушай это, слушай это, слушай это. И ты первый раз включаешь, любая популярная песня включаешь, ну, блин, так, второй раз слушаешь, а вот тут нотка хорошая. Третий раз слушаешь, и там какой-то повтор, и ты в голове крутишь. Четвертый раз ты уже начинаешь петь. Совместно с этим певцом. И все, пятый раз это твоя любимая песня. Почему? Потому что всегда тычут в лицо, как и реклама. Эта песня тоже маркетинг так же делается. Да, песню, я вот иногда слушаю песни, которые 10 лет назад слушал. Блин, как я мог это слушать? Как я мог петь это? Да, вот вместе с этим артистом. Там никакого смысла нету, ничего нету. Но вот так и рекламировали. Окей. Все так. Понял. Мы можем сейчас, у меня сейчас как раз-таки пришла идея поговорить немножко про место рождения, родину, в принципе, про Таджикистан. Расскажи, город Пенджикент. Да, любимый Ты там родился? Да. Прям освещение там светло. Город Пенджикент сейчас один из древнейших городов нашей родины. Там родились Абу Абдулло Рудаки, наш поэт, там Лоик Шерали. Вот, и много других, которые тоже переехали. Потом, раньше Бухаро, там, Бухара, это древний город, Самарканд рядом с нашим городом Пенджикент, да? Ну да. И немножко расскажи, как ты вообще пришел в музыку, давай поговорим об этом, и как ты вдохновлялся, и вообще слушаешь ли ты, кстати, таджикские вообще песни, рэп, неважно, что-то еще. Давай сначала про родину, чтобы разделять. Город Пенджикент. Ну, раньше, когда я был молодым, мне было 16 лет, когда приехал сюда, в Москву приехал, и как-то не замечал, не тосковал, так скажем, потому что оттуда приезжаешь сюда, прям большой глаза город, открываются, да, там шуры-муры, все такое, и ты не думаешь об этом. И я вот сильно впечатлился нашей природой, нашей вот величием. То, что в 2018, когда поехал, и вот провели вместе время, там ходили куда-то, смотрели, и я прям душой вникся, я говорю, что, блин, это, шикарное место. Просто не то, что это просто моя родина, да, это, я всем даже рекламирую. То, что там, если поедешь туда, в Таджикистан, обязательно приезжай в город Пенджикент. Я даю адрес свой, чтобы приезжай туда, найдешь меня, мы поедем туда, я тебе покажу все. У меня тут знакомых много. И вот Пенджикент чем мне нравится? Люди там, хоть сейчас молодежь современная, но они знают свою историю. Вот в чем нравится. Вот. И я думаю, что каждый гражданин этой страны, не только Таджикистан, везде, там должен знать о своей истории. Хотя бы чуть-чуть. Вот. И я для себя немножко изучал все это. И как бы я хочу обратно побыстрее домой. У меня такая же фигня. Я вот недавно был 8 месяцев там. С одной стороны, плюс в том, что ты реально там родился, плюс твое родное место.
Даже если Пинджикен небольшой город, ты там настолько привыкаешь к этому ритму, к этому, как живут там, как ты живешь там. Особенно с возрастом. Когда молодой, тебе не хочется там. Когда вот мне тоже сейчас там 28, да, и хочется вот быть там, и уже не хочется там большого города и так далее. Но меня немножко, видимо, из минусов расстроило то, что просто доход. Видимо, мы привыкли и доход, когда в Москве большие доходы. И, естественно, ты уже привык к я деньгам. удивляюсь, когда я слышу там то, что там получаешь 600 сомов в месяц. Я охренел. Я говорю, как так? 600 сомов мы тут за один день это кушаем. Да? Например, с братом с тобой куда-нибудь сходим, это один день мы кушаем. А люди месяц там живут на эти деньги. Ну, я не знаю. Это вопрос не ко мне, во-первых. Во-вторых, то, что... Ну, если там свой какой-то бизнес делать, я думаю, что можно жить. Тоже, как сказать, в маленьком городе не получится. Либо в столице. В столицах везде, в любых странах можно заработать. Да нет, в тоже есть люди, которые... Есть, но старые волки, так скажем. Люди, которые давно в бизнесе. Ну, это почему бы нет? Да, они могут позволять себе, если это не приносит, другой закроет этот минус. Да, другой бизнес, так скажем. Там получится. Но так просто, если я с тобой пойдем и за последние деньги откроем что-то, не пойдет. Не пойдет. Ну, вот здесь я немножко с тобой согласен. Да. Что если за последние деньги ты открываешь... Ну, само по себе мы с тобой не какие-то там миллионеры или кто-то. Но если мы что-то делаем, за последние деньги будет это у нас. Правильно? Правильно. Ну, мы же с тобой не откроем за 1000 сомов что-то. Если сделаешь, там нормальный бизнес делаешь, но это за последние деньги считается. Ну да. Ну вот, я об этом и говорю. То, что даже если получится, появится один миллионер, который стрендит у тебя это, делает в 10 раз лучше, и ты просто сгоришь там. Ну да, это твоя идея, да? Да. И это везде, это не только в Таджикистане, не только в нашем городе. Это, мир капитализма. Так, сильный пожирает слабого. Окей. Тогда скажи, твой никнейм был сначала Фаридун? Не, сначала Goldfang. Давай дальше не пойдем. Я думаю, что с детства, если пойдем, там много всего. Не. Сначала мы с Дильшодом сидели, с нашим младшим братиком, да. И да. И мы сидели там, мы придумывали, как так, давайте, говорит, это Goldfang. Я говорю, что это? Говорит, золотой клык. Я говорю, как он как бы касается меня? Да. У вас же есть клык, говорит. Я говорю, ну да. Говорит, давай сделаем так. Да? И пару песен мы с ним вот на Goldfang записали. И потом я так подумал, давай не будем усложнять, говорю, давай сделаем Фаридун просто. Просто Фаридун, да? Да, просто Фаридун. Потом стал Фарид. Просто Фарид. Потом все это вот так вот перевернулось. Потом FM Style. FM Style, братан. FM Style, что это такое? Я вот так в то время так подумал, да. В то время радио было популярно. FM, типа FM радио, да, не вместо радио, это типа радио стиль, да, типа такой, блин. Сейчас звучит очень хреново. Но ты сам раньше был стильным. Так себе. Потом FM Style, да, и после FM Style гибрид. Почему гибрид? Ну, я так подумал, подумал. То, что гибрид будет правильно из-за того, что я когда пою, я же не только пою, там попсовые песни, да, я могу чутка немножко рэпировать, немножко, немножко там шашмакомовать, немножко там еще добавить какую-нибудь классику, либо я не знал, флипывать, там все такое, да. И подумал, что гибрид это смешанный стиль. Я могу как бы в любом жанре петь, читать, там, все такое, а почему бы нет? Это типа обозначение смешанного, а смешанный стиль типа такой. Барак. Обама. Типа.
Так же. Если поймут, то отлично. Да. Следующий вопрос, брат. М. Кого слушаешь из таджикского или рэпа, или в принципе таджикской индустрии? Слушаешь ли кого-нибудь? И кто тебе немножко симпатизирует? Так, если я слушаю таджикскую музыку, чисто классику, я слушаю старые песни. Ну, Кто Олимбобоев? Не, Олимбобоев это под настроение, да, когда тебе слишком хреново, ты включаешь и мысленно кричишь с ним, да, орешь там. А когда душевное хочется, Сироджидин Фозилов. О, очень хорошо. Обожаю. Просто я его слушаю, потом Азал Шушодиев, Дардамани. Вот это все под настроение, но когда я хочу слушать, вот именно их включаю. Садыдин нет, не включаю. Это в молодости я слушал его. Я тоже слушал. Да, а так вот так. Из рэперов не буду врать, чтобы там не обижались ребята. Никого не слушаю. Вот ты иногда выпускаешь на таджикском, слушаю пару раз, 3-4 раза, что-то себе подбираю, что-то там мимосные слова, да, вот как-то сидит парень себе и повторяю и слушаю. Да. А так таджикский рэп не слушаю, потому что однообразно все. Однообразно? Да. И то, когда вот ты читаешь, почему слушаешь, у тебя олдскульный стиль, это мне нравится. Это звучит классно. Это как своего рода, чтобы не сильно хвалить тебя, это как типа тупакский стиль, да, как Тупака слушаешь сейчас, Тупака слушаешь, до сих пор кайфуешь, да, как он читает, да. Когда тебя слушаю, я вот, мне приходит этот на ум олдскульный Тимати. Если сейчас они скажут, да, и друг другу не, я серьезно, нет. Если быть честным, я на самом деле, я помню, как я начинал, но я благодарен тебе как человек, который ты уже имел какой-то большой опыт и многому научил. Например, именно петь. Я не умел, помнишь? Я петь вообще не умел. Блин, это я помню. Я вообще петь не умел. У меня не было правильной интонации, и в этом ты мне помогал, и за это благодарен. Давай сейчас скажу историю. Короче, мы как начали петь вместе. Я работал в то время в магазинчике. Я был продавцом. Не, магазин был. Магазин был, но маленький. Маленький, да? Да, возле чистый магазин да, большой магазинчик был, да, небольшой был. И там сзади было местечко типа склада. У нас такой наподобие петлички микрофон был, да, такой беленький. Да. Помнишь? У нас стойка большая, и сверху мы просто клеили, чтобы держала. Я обязательно найду этот микрофон, и надо будет вставить картинку. И мы как минимум 30 песен там записали, вот в магазинчике записали, у нас такой прям настолько было желание бешеное записывать треки. Мы за ночь 3-4 песни записывали. За месяц, я не буду врать, больше 30 песен мы записали. Помнишь, как мы записывали? Да. Ночью. Там вот было низко. Да. И вот так стояли, вот так пели, вот так пели. Блин. Это было Я помню, я весь день работал, я с 8 утра работал. Я тогда работал грузчиком. Да. Это какие годы? Это грузчиком я работал тогда. И мы недалеко друг от друга работали. Я днем работал, а всю ночь записывали. Да? Я не спал вообще сутками. Мне было сколько? 18 лет. 2017, да. 11. В начале 11 года. Было. Да. Короче, вообще. Вот так мы записывали. Вот такое бешеное желание было в то время. Вот, видишь, у нас все так гладко идет, что мы поговорили сейчас про то, как мы записывали. Да. У нас была группа Монтальяно. Сейчас это мой никнейм. У меня раньше никнейм был US, как FM Style. SP, US и FM. У меня было US, это Юлошев Сухров. Сейчас... А у меня FM Фаридун Муфтохов. SP Сайдун Парвиз. Сейчас, знаешь, вот как в моде Савик, Шавик, Эвик, Мивик, Фавик, Ралик. Все же на ик, всик. А у нас раньше было вот это SP. Да, у нас это мировое было.
притом. Да. Все так делали. В общем, мы царь во дворце. В общем, были короли. У нас была группа Монтельяно. Сейчас, после того, как... В принципе, в 2016-2017 мы уже особо, мне кажется, группой не были, да? Не, по твоему мнению, вопрос мой. По твоему мнению, почему Монтельяно распался? И как ты думаешь, с твоей стороны? Не, во-первых, так скажем, что группа не распалась. Во-вторых, мы как делали... Мы сейчас можем делать Монтельяно. Ну, дело не в этом. Дело в том, что в то время я тебе всегда говорил, что нужно подняться тут. А ты говорил, что нет, нужно подняться там, в Таджикистане. У нас расхождение было. И я начал на русском делать, а ты на таджикском начал делать. И таким образом мы очень редко, вот прям в год или в 1,5 года одну песню делали, и то на русском, да? Ну, так было у нас. Вот так. Парвиз был, нас было 3. Я, ты, Парвиз SP. Да. Вот. И, Парвиз был, естественно, в Пенджикенте, он иногда скидывал нам песни, мы записывали. Да, вот группа, я думаю, что так, не то, что распалась, просто у нас разные мысли были. Если в то время мы держались бы вместе, ты меня всегда подталкивал, что нужно что-то делать, и ты там куда-то пропал, и я тут один ленивый, да, и так все наперекос, да. Я думаю, просто так. Мы, видимо, немножко повзрослели. Я хотел, например, мой суть этого мысли в чем было? То, что у каждой нации есть представители в России, популярные. Почему не слушают таджикский рэп, либо таджикские песни в России? Потому что у нас нет представителей тут, звезды, так скажем, да? Например, у Азербайджана столько звезд, у Армении столько звезд, у Казахстана, до хрена жопой жуй. Там, например, у Киргизстана, у Узбекистана, везде есть, у Таджикистана нету. А я хотел, чтобы хотя бы кто-то был тут, не то, что прям сверкал, да, хотя бы чутка знали об этом человеке. Когда знают об этом человеке, они начинают немножко изучать. Там, таджик открывает, а там Курбан или кто-то. Клянусь, мне так стыдно было. Мне сказал, давай покажи мне таджикский клип. Что-нибудь из таджика. Я там на YouTube взял таджикские клипы. Включаю, и там он поет. Я ничего против него, он звезда, он молодец, он популярным стал. Да? Но перед русскими как объяснишь, да, то, что вот это у нас популярное. Я говорю, говорю, это просто там по приколу, давайте я потом клип Райдера включил, типа рэп там по современному, он сказал, хорошо, там. Да, потом на Шона попал, там Шон говорит, выключай, режет слух, сказали. Я говорю, что он популярный, я говорю, я не знаю, говорит, что-то неприятно стало. Вот другие, там Райдера включил, потом Исмайла, я думаю, какой-то. 3 или 4 они пели же, у них с Баха, что Чор, Исмайл, Мурана Мешава Манка, вот. Они вот от этого кайфанули. Вот. Есть плюсы и минусы. Да, в общем-то так. Понял. Да, давай не будем долго затягивать. Топ-5 великих музыкантов в мире. По твоей версии. Я слушаю, например, Sting. Потом группа, которую обожаю с детства. С 5 лет я их слушаю. Backstreet Boys. Я помню, ты ходил даже на концерт. Да. Наконец-то. Потом из более молодых, не молодые, более средние, Maroon 5. Бруно Марс. Обожаю, люблю, просто ценю. В любое время на концерт попаду, если приеду. Потом певица, которую прям, когда слушаю, душевно у меня просто все открывается, да. Адель, которая уже ушла со сцены. Вот. The Weeknd? The Weeknd, он уже, слушаю его постоянно, но
он не душевный такой, который прям в душу попадает. Да? Из этих, которые, то, что ты сказал, я их считаю просто великими уже. А Weeknd только идет туда же, к величию. А эти пятеро, ну там много есть, если так взять. Да, а топ-5 российских слушаешь русских исполнителей? Так. На данный момент, по твоему мнению? Я нет, не слушаю. Вообще не Вообще не русские песни не слушаю. Потому что, как сказать, тоже своего рода однообразно все. Тоже, ну, согласись, однообразно. Я раньше слушал вот Мияги Эндшпиль. Вот, последнее вот начал, то есть я слушал Мияги Эндшпиль, они дали что-то новое в этот мир музыки. И после, сейчас у них вот песни, как было раньше, просто звучание немножко улучшилось. Но как-то так. Последняя песня из их альбома «Бруклин». Нравится? И вот несколько песен, они сольно выпустили, хорошие были на самом деле. Не, хорошие, но звучат же одинаково. Мне душевно, мне нравится. У них же это стиль, это, ну, что... Ну, я не знаю. Ну, я думаю, что что-то новое нужно все равно добавлять. Как относишься к Моргенштерну? Нейтрально. Делает, дурачится. Пусть. Как бы, кто мешает ему. Но он любым способом просто хайпует, так скажем. Но... Я не знаю. Так, ну, молодец. Делает. Твоя мечта? Да. Любовь и счастье, все такое. Нет, ну, мечта со стороны мужского рода. Не важно, просто ты о чем ты мечтаешь, например, да? Там, я реально мечтаю, чтобы после себя я оставил что-то в плане творчества. Почему я сейчас работаю там, в Play Media, ты заметил, да? Я что-то делаю, двигаюсь. Я бы хотел, чтобы меня узнали, во-первых. Достаточно большое количество людей, аудитории меня узнало. И я, ну, то есть, после себя что-то оставил. Я не знаю, главное, сколько буду как Фредди делать. Меркьюри не закончил свою жизнь. Нет, это не будет. Ну, хорошо. Я летом женюсь, поэтому у меня все хорошо. Я имею в виду по поводу того, что... Он тоже был женат. Хорошо. Он не понимает сейчас, о чем речь. Это хорошо. Но, в общем, я, например, мечтаю об этом. Мечтаешь ты о чем-то? Мечтаешь вот какие... Или у тебя есть другие мечты, например, не по поводу творчества, а просто какая-то великая мечта. Как, ну, уже мужчина, можно так сказать, как настоящий мужчина, я хочу быть обеспеченным и обеспечить свою семью. Любым способом. Это моя задача. Это мое воспитание. Это все, что во мне есть. А остальное, как сложится. Вот так скажу. Я не буду говорить то, что да, я не буду говорить, что вот моя мечта, там что-то с неба Тову схватить. Нет, я просто, вот это моя цель. Я должен любым способом обеспечить себя и свою семью. А дальше как сложится. В чем, по твоему мнению, сила? Не в правде. Так. Правда у каждого своя. Да. Сила. Я думаю, что, в семье. Сплоченности семьи. Да. Потому что не в деньгах, не в правде. Потому что любой богатый может сломать твою правду. Вот. Но в какой-то момент потерять свою, состояние? Нет, не состояние. Типа свою гордость перед всеми. Поэтому ни деньги не решает, ни правда не решает. Сплоченная семья. Все, кто будут тебя до конца поддерживать. Вот в этом сила. Я так думаю. Да, хорош. В общем, давайте закончим этот подкаст. Я думаю, что это было как-то душевно, но недолго, но душевно. Спасибо тебе, что пришел. Ты скоро, через несколько дней улетаешь. Скоро я взлетаю.
И да, этот подкаст, он был очень совершенно не подготовленным. Он пришел Да. на запись песни, новые песни. Мы потом вставим, что за песня. Да, Мы да, с ним да. совместная песня. Угу. Год уже планируем, Год вот уже наконец-то. Мы записали, да. И спасибо, что ты... Давай какой-то намек сделай, какая песня там будет. Вот. был хороший. Бомбанула! Песня, легендарная песня, опять же, это... Который суициднулся. Крови. Ну, на самом деле, так же. Бросил себе с окна. Как называли? Мурат Насыр. Все. Песня легендарная. Я это ты это я. Спой кусочек И перепева. мы это все. Да. Я это ты это я, и никого не надо нам. В общем, эта песня потом будет скоро. послушайте, да. Новая песня. в смысле. новое. Да, всё.